Сегодня в Торгово-промышленной палате России был представлен инвестиционный, промышленный и туристический потенциал Ингушетии. На презентации присутствовали премьер-министр республики Владимир Сластенин, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Илья Зубков и заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Владимир Надыкта. Представители бизнес-сообщества, инвесторы и предприниматели получили возможность познакомиться с Ингушетией, условиями для ведения бизнеса и перспективами сотрудничества. Ингушетия активно работает над созданием благоприятной инвестиционной среды, развитием туристического потенциала и поддержкой предпринимательства. В России начался основной период единого государственного экзамена. Сегодня школьники сдавали ЕГЭ по химии, литературе и географии. Экзамены прошли во всех регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом. Всего ЕГЭ планируют сдавать около 700 тысяч школьников. Для организации единого госэкзамена будет задействовано более 6 тысяч пунктов проведения экзаменов и около 300 тысяч организаторов. Мониторинг хода экзаменов будут вести примерно 40 тысяч общественных наблюдателей. Самым популярным предметом основного периода ЕГЭ по выбору остается обществознание. На втором месте по популярности информатика, далее следуют биология, физика и история. Делегация Ингушетии готовится к участию в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Делегацию Ингушетии, включающую в себя представителей Кабинета министров, возглавит глава республики Махмуд Али Калиматов. Как отметил Калиматов, участие в этом масштабном событии – важный шаг для привлечения инвестиций и установления новых партнерских связей как внутри страны, так и на международном уровне. Форум открывает перед республикой двери для обмена опытом, налаживания контактов с мировым бизнес-сообществом и для изучения передовых практик. Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса не повышать ставку НДС с текущего уровня в 20%, иначе это может ускорить инфляцию, заявил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас ставка НДС в стране составляет 20%. По мнению министра, повышение показателя может негативно повлиять на экономику и ускорить инфляцию. Ранее глава Минфина заявил, что предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц не затронут большинство граждан и коснутся только лиц с высокими доходами. По его словам, система должна обеспечить поступление ресурсов для решения задач социальной и экономической сфер. К 2027 году число преподавателей и мастеров в сегменте среднего профессионального образования увеличится на 7% по сравнению с показателем текущего года и составит 173 600 педагогов. Прогноз рассчитан по принципу отношения числа обучающихся к количеству преподавателей и мастеров. Согласно докладу, правительство рассчитывает, что за 3 года почти на 10% вырастет и число студентов колледжей и техникумов до 4 200 000. Учителей, наоборот, станет меньше. Их количество с 2024 по 2027 год сократится на 1600 человек до 1 250 000. Группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о выплате 200 000 рублей женщинам, родившим ребенка до 25 лет. Единовременное пособие можно будет получить за каждого рожденного ребенка. Оно выплачивается вне зависимости от материального положения матери. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что за последние 10 лет в России снизилась рождаемость, а возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Депутаты утверждают, что почти 40% российских женщин не готовы рожать детей из-за материальных и жилищных трудностей. Ситуация на российском продовольственном рынке в 2024 году оценивается как стабильная. По большинству отслеживаемых товаров динамика отпускных цен ниже инфляции, заявили в пресс-службе Минсельхоза России. Ранее Росстат сообщал, что в период с 14 по 20 мая выросли цены на морковь, картофель, яблоки, бананы, репчатый лук, свеклу и белокочанную капусту. При этом цены на плодоовощную продукцию в целом, в том числе помидоры и огурцы, продолжают снижаться. Так, по данным на 22 мая, за последние 12 месяцев подешевели картофель, репчатый лук, гречневая крупа, подсолнечное масло и вермишель, привели данные в ведомстве. Продолжается и снижение цен на яйца, а также на сахар.